Канализация, вернее вопрос слива отходов, поссорил администрацию Сухума с крупнейшим предприятием винной воды Абхазии. В течение нескольких дней жители республики наблюдали за набирающим обороты конфликтом, который привел к ряду публичных заявлений с одной и с другой стороны. Адгур Харази уверен, что отношение бизнеса к государству должно измениться. Платить налоги – это обязанность, а не добрая воля бизнесменов. И зарабатывая деньги, они могут помочь Сухуму. Я прежде всего хочу поблагодарить работников винзавода за то, что это предприятие, которое работает, хотя бы за то, что они работают, и там работают люди, и они получают заработную плату, завод расширяется, я знаю, по Гуль-Рипше они уже 300 гектаров винограда там посадили. То есть они не сидят на месте, они развиваются. Я считаю, что это руководство завода, это люди, которые думают наперед. Но с другой стороны, я не могу понять их реакцию на мое высказывание, когда я говорю о том, что бизнес не помогает городу. Неужели 200 тысяч уплаченных на день города является помощью для города? Мне было бы даже стыдно говорить о такой сумме. Город ежегодно выплачивает материальную помощь людям более чем на 20 миллионов. И это ежегодно. Это и до меня делалось, и при мне делается, но этим город не кичится. Есть некоторые неточности в высказываниях руководства налогов. Они заплатили не 200 миллионов, а заплатили 120 миллионов в 2016 году. И это не является с их стороны каким-то благородным шагом. Это обязанность. Ты работаешь на предприятии, государственном предприятии, и ты, будь добр, выполняй свой долг, плати как положено налоги. Адгур Харази рассказал о том, что Сухумский винзавод сбрасывает производственные отходы в ливневый сток, который уходит в море. И все это в обход существующей канализационно-насосной станции. Год назад эта система канализационная внутри завода не работала. Все канализационные стоки выбрасывались прямо от забора. После того, как население обратилось к нам, не раз обращалась к нам, что там стоит вонь, невозможно там жить. Мы несколько раз обращались на винзавод. Они тогда приняли меры и проделали канализационную трубу порядка 400 метров. И вывели его к реке Гнилушка. И это все канализационные стоки сегодня текут в реку. И через реку попадают в море. И говорить о том, что система у них сделана, это неправда. Завод в состоянии отремонтировать КНС-ку. Это насосная станция, канализационная насосная станция. Она проходит рядом с этой трубой, которая от них идет. Руководитель коммунального управления столицы в сопровождении главы водоканала отвезли нас на одну из улиц Сухума, где расположен тот самый ливневый сток. Открыв канализационный люк, мы увидели поток жидкости бурого цвета со специфическим запахом алкоголя. Пройдя немного, мы обнаружили и кусок канализационной трубы, выходящий в ливневку. Начиная с этого места, река приобретает непривычный фиолетовый цвет. В данном месте, как мы видим, канализация фекальная, в которой смываются, естественно, и фекалы, и винные отходы при промывке цистерн. А в данном месте она вытекает в связи с тем, что не работает КНС, канализационная насосная станция. В данном месте она вытекает в ливневую, что является, естественно, нарушением, так как ливневые каналы у нас созданы для того, чтобы выводить ливневую воду, дождевую воду с города. И все эти ливневые каналы в итоге приходят в море. Без восстановления канализационной станции данной, допустим, эту проблему решить не получится. Нужно восстанавливать канализационную станцию для того, чтобы данная канализация и все, что с нее поступает, чтобы откачивалось в эшерские очистные сооружения.
и уже затем после очистки попадали в море. Ливневая система водоотведения в районе улицы Полевой проходит через дворы частных домов. Жильцы утверждают, что помимо разноцветной реки здесь часто поднимается пена и на десятки метров вокруг разносится запах нашатыря. Недавнее наводнение подняло уровень ливневой канализации до 2-го этажа. Тогда, вспоминает Марина Шинкуба, фиолетовая вода была повсюду. Жильцы близлежащих домов не раз обращались в администрацию Сухума с просьбой устранить проблему. Особо отчаявшиеся просили их переселить в любой другой район столицы. У меня вот здесь стоял домик, сарай, летняя кухня. Вот этого всего не было. Вот это все омыло. Залила часть, снялась вторая. Залила вторую часть, омывает третью часть. Что мне делать? Первый этаж, весь вот комнаты открыты. Мы стяжку сделали, штукатурку, но там жить не хочу. Я написала президенту, если мне жилье найдут, я уйду отсюда, я здесь не хочу жить. Это полуразрушенное здание некогда было полноценной канализационно-насосной станцией. Теперь здесь мусор, разруха и полное нечистот подвальное помещение. КНС не работает уже более 20 лет. Чтобы его реанимировать, нужны большие средства, признается глава водоканала. Еще больше финансов потребуется, чтобы проложить до нового района 1,5 километра труб. На данный момент сброс осуществляется путем ливневого канала. Все стеки, которые попадаются, и население, и винзавод, все сбрасывается в ливневый канал. Вот, и она потом, после этого она уходит на море. У нас их 7 КНС, канализационно-насосные станции. Из 7 у нас по инвестпрограмме 5 отремонтирования. Остался вот эта КНС-ка на улице Полевой и на кожзаводе. На кожзаводе там проблем поменьше, но здесь, как вы видите, в очень ужасном состоянии. И все стоки сюда попадают. Но на сегодняшний день за отсутствие этого сооружения, у нас сейчас все попадает в ливневый канал. Конечно, его надо полностью отремонтировать. Все подводящие каналы надо к нему подвести. А потом от него надо на сборный колодец, который у нас находится на улице Чалмаз, туда надо уложить новую линию. В сопровождении инженера-строителя мы направились на винзавод, но не только за комментариями. Нам было интересно увидеть все своими глазами, а заодно послушать мнение специалиста. Сергей Дубский возглавлял все ремонтные работы, которые предприятие проводило в прошлом и текущем году. Про работу канализационной системы он может рассказать все и даже немного больше. К примеру, здесь заменены не только трубы, но и колодцы, уровень которых был разным. При выполнении работ внутренней ливневой канализации мы столкнулись с тем, что организованный сброс просто не может происходить ввиду того, что эта трасса полностью не работает. Не работает она вследствие того, что неправильно было, выполнено это было очень давно. И исправлять сейчас силами городского хозяйства это было практически невозможно и очень затратно. Поэтому винзавод взял на себя такую, большую работу, очень затратную. Переложено где-то здесь, отремонтировано полностью 100 метров трассы, это диаметром 500-600 миллиметров трубы. Устроено 5 колодцев перепускных, потому что нет уклона. Входящая труба находилась в каждом колодце, находится ниже, чем выходящая. Нормального стока воды не происходило. Все обвинения в свой адрес винзавод отвергает. Специалисты объясняют, производственные отходы попадают в городскую канализацию только после глубокой очистки и фильтрации. Таких сливных колодцев, как этот, на винзаводе десятки. Сюда сливается основное то, что мы моем. Моем мы емкости, полы только горячей водой и паром. Пар хорошо дезинфицирует, он является основным дезинфектором. Поэтому у нас нет необходимости вообще что-то использовать, кроме пара и горячей воды. Все это смывается сюда, в отстойники. Твердые фракции, которые в жидкости находятся, они оседают здесь. Надосадочная жидкость, то есть отстаивается, надосадочная жидкость поднимается и сливается уже по трубам в общегородскую канализацию. Здесь система канализации выходит за пределы предприятия и соединяется с городской. Винзавод провел замену канализационных труб и установку 4 колодцев. Нам открыли главный на входе в общегородскую систему. Смотрите, видите, камушки видно. Да, то есть это говорит о том, что сейчас сюда сливается вообще вся очищенная надосадочная жидкость уже в городскую канализацию. А все то, что остается, твердые фракции, они остаются у нас там.
То есть туда вот фактически вообще попасть ничего не может. О чем говорится там, вот, честно говоря, я затрудняюсь вообще сказать. Если бы тут что-то было, она бы сразу забилась. Если жмых сюда попадет, по факту, она забьет основную трубу и уже не будет такого протока. А смотрите, как легко течет вода. Все ремонтные работы проводились по схемам и чертежам, на которых была отмечена буквой «К» городская канализационная система. Такой способ сброса отходов здесь применялся еще в советские времена. Теперь мощности увеличились, но конструкция осталась прежней. Дело в том, что винзавод всегда пользовался этой канализацией и с административного здания, и с цеха переработки, и хранения виноматериала, при помывке бочек. То есть всегда это пользовалось, и не возникало никаких вопросов раньше. Теперь несколько увеличились мощности. А каким образом, что это дальше происходит? Где она заканчивается, эта канализация? Каким образом она переходит в ливневую канализацию? Это вопрос, извините, наверное, не к винзаводу, а к другим службам. Но в любом случае этот вопрос надо решать каким-то образом, таким или другим. Потому что неудобства, создаваемые населению и прочим, они должны быть решены. Каким образом городская канализация дошла до Ливневки и стала сливать туда все отходы не только с винзавода, но и всех близлежащих домов, представители предприятия «Вина и воды Абхазии» не знают. Они уверены, что каких-либо утечек с их организацией нет. Здесь работа налажена, что называется, на отлично. Это подтверждают сертификаты международного уровня, которые винзавод получил от системы менеджмента по пищевой безопасности. Требование отремонтировать канализационно-насосную станцию, проложить новый трубопровод, по которому отходы будут поступать сначала в новый район, а оттуда будут откачиваться в очистные сооружения в Эшере, здесь считают нелепыми. Но по заверению руководителя, винзавод готов поддержать столичные власти и оказать родному городу необходимое содействие. Для этого за этой помощью всего лишь нужно обратиться. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение.